Мгм. Точно? Так, Максим Викторович, ну, собственно, что произошло обрушение на шахте Денисовская в Венгрии? А, собственно, что сейчас известно, как идет операция и что делать? Да, действительно, при ведении горно-проходческих работ на пласте К4 произошло обрушение пород кровли. Под завалом, и сразу хочу это отметить, находится один человек. Жизням и здоровью всех остальных работников ничего не угрожает. Ведутся работы силами шахты, силами работников шахты и с привлечением ВГСЧ. Работы ведутся в 3 смены, привлечено в каждую смену порядка 12 человек. Работа находится под контролем руководства. Руководство района также в курсе. И вот сейчас, в самое ближайшее время, после интервью с вами, я выезжаю с руководителем департамента на место для того, чтобы убедиться, что работы выстроены корректно, чтобы руководство республики было на оперативной связи, получало достоверную информацию и, самое главное, то есть убедиться в том, что работы будут довершены до конца и будет обеспечена следующая безопасность работы. Но все-таки работа сложная ввиду того, что это подземная, да? Несомненно, конечно. Поставлены ли какие-то сроки? Ну, в какие сроки нужно обеспечить уже завершение спасательной операции? Это все зависит непосредственно от работ, которые там проводятся. Здесь как определить сроки? Люди работают в шахте сегодня, то есть и сроки стоят максимально быстро. А восстановить этот участок обрушенный? Это уже все, ну вот для чего там и работает комиссия, да, то есть сейчас сначала в первую очередь мероприятия по спасению, да, по ликвидации последствий, и затем уже принятие всех остальных решений. Вы сказали, что причина обвала обрушения кровли, а по какой причине она обрушилась? Ну, проводились горно-проходческие работы, то есть, и опять-таки, да, выезжая туда, чтобы на месте убедиться и по возможности вам уже в дальнейшем предоставить корректную информацию. То есть во всех причинах всегда разбирается комиссия. Все. Хорошо? Все? Спасибо. Я ответил, как помог. Да всё Может, понятно. чай? Отлично.